наверное, в конце очень всегда сложно выступать, но я все-таки под впечатлением, честно говоря, вот вчера мы были на похоронах, последний путь провожали героя Абхазии Василия Чачибая, Сосо мы его называли, на самом деле человек, который всю свою жизнь служил Абхазии, еще с довоенных времен, и героически воевал. И, честно говоря, вот мне показалось, я под впечатлением, и буду вот оттуда хочу начать, потому что мне не показалось, что должного внимания оказала власть его похоронам. Потому что такого героя должны хоронить на государственном уровне. Вот. То есть это показательно должно быть. Сейчас мы говорим о том, чтобы начать информационную работу, да, информационно-психологическую. Я к ней вернусь, к этой работе. Да. Мы должны продемонстрировать, что сделали эти ребята, герои Абхазии, которые вот сегодня потихоньку уходят. Что государство их ценит, государство им уделяет внимание, да, хотя бы мы знаем, что он бедный болел и нуждался и так далее, и так далее. Все это знают, да. То есть мы должны сейчас, да, это же информация, да, мы должны показать молодому поколению, что мы ценим наших ветеранов, мы ценим наших инвалидов, героев и так далее. На почетнейшем месте должно быть там, например, если, не дай бог, они ушли с этой жизни. Я когда отошел, и все, естественно, там подошли ко мне, с кем я воевал, ребята, знаете, что они меня спросили? Вот где настоящий раскол, не в том, что вы говорите. Я начал говорить, ребята, опять на наше, может, поколение придется опять взяться за оружием и так далее. Они говорят, нас волнует одно, что опять будут дезертиры, опять будет московский батальон, опять будет сочинский батальон. Да, конечно будет. Вот. А почему будет? Почему не закрыть границу? Они говорят, мы сами пойдем закрывать границу. Да, мы сами не пустим уже никого. Правильно, так и надо. Да, правильно и надо. Но это же роль государства. Она должна сказать, что второй раз уже такого не будет. Не будет так, чтобы все, кто хотел, вот да, мы, вот здесь ребята все сидят, они говорят, там Лёсик или там мы, что пойдем, Аслан, даже в нашем возрасте, мы, говорит, вас не сомневаемся. Опять, говорит, это будет. Опять они... толк мало, что да, нет, толк почему есть? Все должны понять. Лёсик, одну дырочку. Да, будет, толк будет. Все государство должно сказать, что оно берет под свою, то есть, чтобы было вот это, знаешь, морально-психологический дух в обществе, да? Что ребята вот эти не чувствовали, что опять что-то начнется, их там, значит, вперед поставят, а кто-то, значит, убежит и потом вернется, да? То есть вот это вот, вся вот эта часть, о которой мы сейчас говорим, это часть информационной работы. В сегодняшней войне я не буду военную сторону брать, я буду брать информационную, психологическую часть войны. Это гибридные войны. Уже нету современных войн без... Все считают, что они гибридные. И часть, ровно половина его, это информационно-психологическая часть. Понимаете? Я когда вижу некоторые взбросы в наше общество, когда нам говорят о якобы такой великой грузинской армии и то, что у нас, это все часть гибридной войны. Нам сбрасывают информацию, чтобы подавить нашу волю к победе и так далее. Не надо поддаваться этой панике. Мы прекрасно знаем, чем они вооружены, их силы. Не надо паниковать. Никакого
страшной опасности для Абхазии там нету. Иван, неужели Да, ты здесь видишь да. паникеров? Нет, я вообще говорю, я что-то для тебя говорю. В обществе говорит. Я о обществе говорю. Общество, что паникует, Да, ну, есть такие. Ну что, я придумываю, что ли? Зачем мне придумывать? люди спрашивают. Поэтому роль государства. Мы все государственники. Мы хотим, чтобы в такое тяжелое время государство заняло свою роль идеологическую, политическую, да, чтобы она сказала, проявила свое, вот правильно здесь все говорили, что нужны лидеры национальные, которые проявляют храбрость, силу, воли к победе, и все. Без этого никогда не было, не существовало, не возникало ни одного государства без воли к победе, без воли к власти и так далее. То есть государство сейчас должно наоборот занять свое место в плане огосударствления каких-то вещей, доходов, которые мы знаем, что по карманам коррупция у нас не закончилась. Понимаете? Это все деньги, которые сейчас коррупционеры ложат в карман, они отнимают у нашей обороны. Понимаете? Эту тему надо, значит, государство должно занять, все мы поддержим. Доходы, которые сегодня имеет наше государство, должно быть, значит, идти на оборону. Понимаете? Это очень важно все, и мы все поддержим. Ни в коем случае в такое время не говорить, что надо что-то отдать. Ни в коем случае. Это нас ни один народ не любит, чтобы у него что-то забирали. Ну, ни один. Это источник раскола. В это время надо наоборот огосударствливать какие-то вещи, да, а не раздавать их и говорить о том, что государство неуспешный там, или этот самый собственник или плохой. В такое время государство должно проявить и как собственник, и как менеджмент прекрасный, и так далее, и так далее. Сейчас мы смотрим все на государство, и мы готовы все рядом стать. Рядом стать. Мы об этом все говорим. Мы хотим стать рядом с государственной. Вам не нравится, я понимаю, но... Так, и я не хочу, на самом деле, очень, здесь многие правильные вещи говорили, может, я излишне эмоционально говорю, и я просто хочу сказать, что у нас великолепная молодежь, у нас прекрасная молодежь, патриотичная, любящая свою родину, готовая встать на защиту Родины. И это самый ценный ресурс, который у нас есть. Ребята, я хочу сказать так, откровенно сказать, я восхищен нашей молодежью, но нам надо старшим подумать о том, что в случае военных каких-то действий их надо сохранить. Вот о чем мы должны думать. А то, что эта молодежь станет защищать свою родину, никого не спросит. Как мы... тогда вы говорите, что будут убегать и дезертировать? Ну, да, будут. Я не знаю, что будут. А вы сами сказали. А зачем вы мне парируете? Вы сами сказали, что будут. А сейчас говорите, а про кого вы говорите? Вы говорите, что молодежь будет воевать. Да, что вы себе сами противоречите? Ну, что вам не нравится? Я не понял, что я говорю. Да, сам вы противоречите. Я противоречу. Да. Несколько раз причем. Да, каждый раз. Все время идет противоречие. Поэтому у нас есть те, которые убегут, а те, которые пойдут воевать, как и было. Понимаете? И люди будут на этот раз смотреть, чьи дети пошли воевать. Тогда же мы смотрели все же пошли. Ваш сын Сергей Миронович пошел воевать. Сергей Васильевича, Владислав Григорьевич, племянник, пошел воевать. Все же мы видели, что никто своих детей не спрятал. Это же было на глазах. И сейчас люди хотят это видеть. Пусть
руководители, дети руководителей встанут впереди, покажут, пойдут в абхазскую армию, продемонстрируют, что они Вот я о чем говорю. Это государственная политика, это идеология. Я говорю об этом. А те, кто собирается убегать, они пусть знают, что будет на границе стоять кордон, и их не выпустят из этой страны, с нашей страны. Когда-то вы говорили, что их не пустят сюда. Да. Куда вы ходили? А где вы хотите этих людей? Я знаете как, я говорю о том, Дайте ордер, кто их будет ловить, Да, но, не, я скажу- будут приносить Лёся, эти мешка. я скажу то, что я говорил, то, что мне вчера ребята сказали. Вот я клянусь, вот мы с Ахрой были, Вот это вот так понятное вот дело. все они меня окружили, Они говорили. да, вот так мне говорили, да, Это всегда говорили. да, но теперь, да, я понимаю, что дискуссию вызываю, но Уважаемый Леонид, нам, да, вы заканчиваете, так я понял. да, вам не нравится, что я говорю, я понял, да. Да, я понимаю. Да. Но я человек, который люблю говорить правду. К сожалению, может, для некоторых, но это нет, это не отнять, да. И поэтому я говорю, да, вам несколько раз давали, дайте мне сказать до конца. Ну, а что? Я думал, ты закончил. Да. Нет, вы хотите там за границей. я хочу сказать, что Но никакого... чтобы вы знали, начнется война, вам некогда будет заниматься отловлем людей. Война будет такой, что вы даже не успеете вообще собрать. Да, очень правильно вы говорите, все мы успеем. Все мы... У нас одна дорога от НКПП, там один человек может, не успеем. Не надо это говорить у нас. У нас одна дорога, поэтому и возможности ее защищать у нас есть. И все возможности, это не тема этого разговора. Но я просто хочу сказать о том, что никакого, чтобы вы понимали, проблемы в том, что если станет вопрос, вот такие крупные государственные вопросы, никакого раскола не будет по этим вопросам. Никакого. Вот это я вам гарантирую. Все как один будут эти важные национальные вопросы отстаивать и делать. Ну, кроме тех, Только теперь которые... осталось определить, что важные государственные вопросы, а что не Ну, важно. я перечислил их. Если вы считаете их неважными, это, значит, назовите другие, я выслушаю. Ну, я я- сказал государственную роль в сфере идеологии. Вы не согласны? Это не важно? Важно. Государствление доходов государства, которые должны быть по факту государственные доходы, а идут в карман. Это не важно? Важно. Финансирование обороны. Важно? Важно. А какие я должен больше приоритеты вам Ну сказать? да.